Люди Бога, слави сонця бачить, твоею лаской заховая греху, ангел вздыхает, мое сердце плачет. Дай твоей силе мне знайти потеху. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вітаю усіх, коли ласка, хто має зажигалки і свічки, витягуємо, запалюємо свої свічки, ось передбується освячення. Дорогие браты и сестры, 40 дней тому мы с радостью святковали народжение Христа Пана. Сегодня мы вспоминаем день, когда Панна Мария и святый Юда принесли дитятка Иисус у святыню, как там скласти належную ахвяру. Таким чином, Пан Иисус не только виконав предписание закона старого заповіту, але зустрівся со своїм народом, який з вірою чекав. Симеон и Ганна пришли в святыню, натхненные Духом Святым. И Он их освятил. Как у маленьких дитяти, и они смогли познать Христа и с радостью вызнали веру у Его. Так само и мы, собранные Духом Святым, разом пойдем до Божьего дому, как встретиться с Христом. Мы Его знойдем и познаем у ломани хлеба, а коли Он придет в хвале, будем вечно радоваться Его присутности. Молимся. Боже, Створитель и Кренитель всякого светла, Ты сегодня открыл праведному Симеону светло на освящение поганов. Покорно Тебе просим, выслухай просьбы Твоего люду, и благослови эти свечки, какие мы принесли деля Твоей славы. Веди нас шляхом добродейности и дозволь войти в светло вечное праз Христа Пана нашего. Аминь. Светло на осветление поганого и слава народа Твоего Израиля. Теперь по слову Твоему, Пане, отпускаешь слугу Твоего усупокои. Светло на осветление поганого и слава народу Твоего Израиля. Святая имша справується в наступних інтенціях. Ksiądz Aleksander молиться во всіх інтенціях, які були
прочитанное перед святой Іншой до святого Михаила Архангела, как поучим сбылась святая воля Божия, я молюсь за померлых Петра, Віктора і всіх померлих сям'ї, дзевяцем, просячи для їх радость життя вічного у володарстві небесним. Хвала на вышинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару Небесный, Боже Ойче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым, у хвале Бога Отца. Аминь. молимся. Всемогутный вечный Боже, Твой одинородный Сын, який принял нашу человечую натуру, был в этих денях верованный в святыни. Просим Тебе, учеников мы могли с чистым сердцем стать перед Твоим обличием, Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог празусе веки вечные. Аминь. Теперь тушим свечки и увага, как воском не облить струхи, поддержим ровно, воск не вылился, и нашей каплицы не вылетел лава пригожей. Можно сесть. Читание книги пророка Малахии. Так скажет Пан. Вот я пошлю анёла моего, и он подрихтует дорогу передо мною. И нечеканно прийде у свою святыню Пан, якого ви шукаєте. І анёл заповіту, якого ви чекаєте. Вот сьомий день, і хто витриває у день огонного пристя, і хто устоїть, коли ён з'явиться. Бо ён, як огонь плавильщика, і як лук, що очищає. І сяде, як плавильщик, і як той, хто очищає серебро, і очистить свино лілія, і переплавить їх, як золото і серебро. І яны будуть приносити Пану ахвяру справедливості. Тоді сподобається Пану ахвяра Юда Єрусалима, як у дні давні і як минулі годи. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Пан могутя, ён король слави. Пан могутя, ён король слави. Поднимите верхи ваши брамы, уснимитесь отвечные вороты, как увойшел король славы. Кто ж гэты король славы? Пан моцный и могутный, Пан могутный у боротьбе. Пан могутя, и он король славы. Поднимите верхи ваши брамы, уснимитесь отвечные вороты, как войшел король славы. Кто он гэты король славы? Пан могутя, он король славы. Пан могутя, он король славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя.
Святло для осветления язычников и хвала народа Твоего Израиля. Пан з вами. Читание Святого Евангелия по Луки. Калі мінулі дні іх ачышчэння паводле закону Майсея, бацькі Езуса прынеслі яго ў Єрусалім, каб прадставіць перад Панам, як напісана ў законе Пана, што кожнае першароднае дзіця мужчынскага полу павінна быць прысвечана Пану, каб прынесці ў ахвяру, як сказано ў законе Пана, пару туркавак або 2 галубкі. Жыў у Єрусаліме чалавек, імя якога Сімеон. Быў гэта чалавек праведны і пабожны, які чакаў суцяшэння Ізраіля, і Дух Святым спачываў на ім. Адкрыў яму Дух Святым, што ён не ўбачыць смерці, пакуль не ўбачыць Месію Пана. І прыйшоў натхнёны Духам у святыню. І калі бацькі прынеслі дзіця Езуса, каб учыніць з ім паводле звычаю закона, ён узяў яго на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш слугу Твайго валадару, паводле слова Твайго ўспакою, бо вочы мае ўбачылі збаўленне Тваё, якое падрыхтаваў Ты перад абліччам усіх народаў, святло для асвятлення язычнікаў і хвалу народа Твайго Ізраіля». А яго бацька і маці дзівіліся таму, што было сказано пра яго, і благаславіў іх Сімеон і сказаў Марыі, маці яго: «Вось гэты прызначаны на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраілі, і на знак, якому супраціўляцца будуць, і праз тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў». І была там Ганна прарочыца, дачка Фануэля з роду Асера. Яна была ў вельмі пажылым веку. Пражыўшы з мужам ад дзявоцтва свайго 7 гадоў, удава 84 гадоў, якая не адыходзіла ад святыні, постам і малітваю служачы Богу удзень і ўначы. Яна прыйшла ў той самы час і славіла Пана і сказала пра яго ўсім, хто чакаў вызвалення Єрусаліма. Калі яны выканалі ўсё паводле закону Пана, тады вярнуліся ў Галілею, у горад свой Назарет. Дзіця ж расло і ўмацоўвалася і напаўнялася мудрасцю, а ласка Божая спачывала на ім. Гэта слова Пана. Прыгожая сёння свята, але хіба больш прыгожая традыцыя людская. І так, калі разважаў над гэтым усім, што азначае і што ў традыцыі гаворыць сённяшняе свята, то наконец так звярнуў увагу ўсё ж такі, бо гэта хіба асноўнае, што ў нас ёсць, напэўна асноўнае, гэта Слова Божае і тое, што гаворыць літургія. І здзівіўся аб адной рэчы, калі так прыгледзеўся гэтаму ўсяму, што нідзе ў літургіі, нідзе ў Слове Божым, якое мы перад хвілінай пачулі, нідзе не гаворыцца ані аб пяруне, ані аб маланцы, аб умельні на бальніцы, аб ваўках, якойсьці небяспецы, не гаворыцца нават пра свечку гранічную. І здзівіўся, сэнс сённяшняга свята які? Бо гэта не высокая ўрачыстасць, абавязкова ўдзельнічаць у святой мшы. Это свята, такое простае, і гаворыцца веравызнанне сёння. То ў чым сэнс сённяшняга свята і ў чым сэнс нашага жыцця? І добра, што на дапамогу заўсёды прыходзіць Слова Божае і адказвае нам канкрэтна на ўсе пытанні. Калі прыгледзяцца сённяшняе Евангелие, то падкрэслена такія 3 вельмі важныя рэчы. Першае, і гэта сказана на пачатак,
калі мінулі дні іх ачышчэння. Першая і важная рэч – гэта ачышчэнне. Бо яны пайшлі, бо паводле закону Маісея жанчына пасля родаў 40 дзён з'яўлялася нячыстаю. І каб ішла ў святыню, каб гэта папросту нячыстасць зышла, каб яна далей магла весці нармальнае жыццё. Другая вельмі важная справа, і гэта рэч ідзе у самой назве сённяшняга свята, гэта ахвяраванне. У сённяшняе свята называецца ахвяраванне Езуса ў святыню. І менавіта гэта таксама істота, бо Юзаф і Марыя прыносіць дзіця Езуса ў святыню, каб ахвяраваць яго. Бо закон гаварыў, што першародны хлопец павінен быць прысвечаны, ахвяраваны Пану Богу. І калі так яшчэ глядзеў на сённяшняе Слова Божае, то яшчэ дакранулі мне такія словы. Святлом для асвятлення язычнікаў і хвалу народа Твайго Ізраіля. Это словы гаворыцца пра Езуса. І тут паказалася істота усяго сённяшняга свята і нашага жыцця. Божае жыццё – гэта істота. Чысціня ў сэрцы, пагэтаму ачышчэнне канкрэтна паказана. Гэта істота. Ахвяраванне кожнага майго дня, усяго таго, што маю, усіх маіх папросту спраў, гэта істота. Ахвяраванне Езусу Хрысту. Бо Езус Христос, калі прыйшоў на зямлю, то Ён зрабіў найважнейшую ахвяру. Ахвяраваў самога сябе для нашай чысціні, для нашай святасці. Ахвяраваў сваё жыццё, каб мы маглі жыць у святасці, каб мы маглі сапраўды быць дзецьмі Божымі. І пагэтаму сапраўды мусім задаць сабе гэтае пытанне. Чым кожны дзень я пытаюся і задаю гэта сабе пытанне, чи Езус у маім жыцці на першым месцы? Чи Ён валадарыць у маім жыцці, чи штосьці іншае? І калі сапраўды адкажам, што Бог на першым месцы, што жыццё Божае для мяне чымсьці важнае, калі у маім сэрцы ёсць чысціня, тады, ведаеце, так падумаў, сапраўды, калі гэта сабе ўсвядомлю, то тады магу, як прыйдзе якаясьці бура, як навальніца, тады магу запаліць гэтую грабнічную свечку. Калі будзе ў маім сэрцы чысціня, калі ў маім сэрцы будзе папросту такое сапраўды жыццё Божае, тады магу, калі буду паміраць, і папрашу, каб у мае рукі далі гэтую грабнічную свечку. Бо Езус Христос ёсць тым святлом, якое вядзе мяне да неба. Пра заступніцтва Найсвятейшай Панны, беззараднай Маці Божага Сына і нашай заступніцы просім Христа за ўвесь касцёл. Молимся за святый костёл, как мог довести усіх людей до познания правды. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся об святарских и мессийных покликаниях, как Христовое Евангелие обвещалося всему свету. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за хворых, как про заступництво Святого Божьего Блажея, яны были вызволены от хвороб. Молимся за святый костёл, как вел усіх до Бога, сапраўднай и единой метой. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу архидиоцезию и ее пастора, как Бог умацаваў усіх верников в едности и веры. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за покликаних до законного життя, как неспинно разважали над Божьей любовью и отворяли своей молитвой усіх людей. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, как Божьи заповеди и взаимная любовь
были для их крыницей счастья, едности и моцы. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нашу евхаристичную супольність, щоб ми, ідучи за світлом Христового учення, умели жити у єдності і спокої. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся во всіх інтенціях, які доручаємо заступництвом святого Архангела Михайла, как во всем исполнилась святая Божия воля. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, особливым чином за Петра, Виктора и всех померлых семьи детей. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутный Боже, выслухай наши просьбы и учини, как проспокойную молитву всего Костела, и здійснилася справа збавлення усіх народів. Праз Христа Пана нашого. Amen. Боже наш Отче, просим прими, эти хлеб и вино наши дары, плен працы рук людских и плоды земли. Боже наш Отче, просим прими. Боже наш Отче, просим прими. Боже наш Отче, просим прими. Все, что мы от Тебе маем у житии, нашу радость празднуй любовь. Боже наш Отче, просим прими. Боже наш Отче, просим прими. Молитесь, как мою и вашу офяру принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Спрадвечный Ojcze, niechaj Tobie будуть Господові дари Костела, якія по Твоей волях даруем Тебе, як беззаганное, як гнезда житию свету Твоего одинородного Сына, який живе и владарить на веки вечные. Amen. А за І з духом Твоїм укору серце, узносим ім'я Пана. подякуем Пану Богу нашему. Он добрый и справедливо. Собрал пригодно это и справедливо, слушно и избавленно, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ojcze, всемогутный вечный Боже, Бог этот день спрадвечный Сын был охверованный у святыми, а Дух Святый в устами Симеона обвястил, что и он слово Твоего народа и святло на освятление показал. Так само и мы с радостью сустракаем нашего звалцу, разом с анgelами и святыми прославляем Тебе, воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна
Господи Боже, Ty święty, krynica usялякой святости, тому просим Ciebie. Освяти гэтыя дары рассолью Духа Твоего, как яны станися для нас телом и крывёю нашего Пана Иисуса Христа. Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każąc: «Bierzcie i pijcie z niego все, bo гэта jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и жадаем Твоего Христа в хвале. Wspominający śmierć związek powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Pokorno molim Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали его в любови разом с папом нашим Франтишком, biskupom нашим Казимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, яких поснули в надзей на воскрешение, и про всіх, хто в Твоей ласце дошел з этого свету, и дозволим убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юсофом ее бранником, со святыми апостолами, со святым архангелом Михаилом, благословенным Братиславом Маркевичем и всеми святыми, якие спрадвеку подобалися Тебе, как з ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Tobie Boża Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, usia paszana i chwała, prazusie jaki wieczny ja. Amen. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебя,
za Duszego Słowa, daj łaskawa supokою dni naszego, da pomaży nam miłosierności Twojej, как приближа всюди вольный от греху, и захованы до всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Łaska i moc i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i budź łaskawy zgodna z Twojej wolą, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żywiesz i władarisz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Передайте ближнему сна супокою. Ранку Божий, який явиш на себе, грехи свету, смилуйся над нами. Ранку Божий, який явиш на себе, грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який явиш на себе, грехи свету, одари нас упокоем. Bądź baranek Boży, bądź той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony, a poklикany na wieczeru Jawoную. Аминь. Я не вартый, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, И будет оздоровлена душа моя. Номер 85. О, Мария, Мать Бога, Ты им грешным запомогла, небо чистая лилия, освяти наша надея. О, Мария, моли Сына, Ты надея наша одина. Вызнаю Тебя, Мария, нашей Матушкой одиной, Ты смутку потешаешь, с упокоем одаряешь. О, Мария, моли Сына, Ты надея наша одина. Боже, прими, Мария,
Ласки полная Мария, всегородных успокоишь, души милостью сподобишь. О, Мария, молись, Сына, ты надея наша одина. Стережи от злых приходов, от души и тела шкодов, войны, голод, мор, пожары, отверни все Божьи кары. О, Мария, молись, Сына, ты надея наша одина. А коли по воле Пана звон життя моего настанет, поможи, как ты мне, Мати, власти Божией помирати. О, Мария, молись, Сына, ты надея наша одина. Добрый Боже, праздный святейший сакрамент, який мы приняли у Отцу и нас у Твоей власти. Ты вспомнил сподевания Симеона и дал ему перед смертью убачить Христа. Ученикам мы мкнулись сустреться со звалцами досягнуть життя вечного. Праз Христа Пана нашего. Помолимся за наших близких померлых, за померлых, подчас яких молимся за эту мшу, просячи для их радость життя вечного у Владарстве Небесным. Анioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Ось я слуга Pańska. Нехай не станется по воле Твоего слова. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. A słowo stało się cielem. И поселилась между нами. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żeńczynami i błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молися за нас, Святая Богородица. Остались мы годными обещанию Христовых. Молимся. Всемогутный вечный Боже, просим Тебя, ули у наше сердце Твою ласку, как мы, познавши бразанёльское звестование утеловления Христа Твоего Сына, размуку Его и крыш были доведены до хвалы у воскрешения,
Wraz Chrysta Pana naszego, Amen. chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. Jak była z wieku, теперь и завсюды, и на веки вечные. Amen. Dobry Jezu nasz Panie, Дай им вечное спочивание. niechaj odpoczywają w uspokoju wiecznym. Amen. Wspierać budżetce nabożeństwa do Świętego Archanioła Michała. Święty Archaniole Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душною во світі. Амен. Bóg zawsiody pochwalony. Именами прославленный, наисвятейший сакрамен, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, именами прославленный, наисвятейший сакрамен, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, именами прославленный, наисвятейший сакрамен, наш небесный тестамент. Ахтуем в это набожеństwo у всех tych intenций и благословенная святая Имша. Panie i Boże nasz, Ty один Откупитель человечества. Сегодня мы долучаемся до хора ангельских и дякуем Тебе за життя благословленного Бронислава Маркевича и тую справу, якую он отдал под опеку святого Архангела Михаила. Сегодня с его допомогой мы прагнем открыть, как принять от Тебе свободу, якую можем отрымать про свою муку смерти у воскресения. Хоть мы бесперепынно повинны вести бескровную борьбу с силами темы, Ты сам в Евхаристии приносишь нам оздоровление и вызволение от моцы злого. Просим Тебе, учини, как мы были здольные отрочиться от зла, от злого духа и всего того, что тримает нас в неволе, нас, наших близких и наш народ. Пане Езу, Ты сказал, придите до меня все спрацованные и обтяжарные, и я супокою вас. Не здоровым потребный лекарь, але хворым. Просим Тебя. Просим Твою милосердность. Просим об оздоровлении наших душ и тела. Для Тебя, Езу, нема немагчимого. Ты сказал, коли Сын вызволить вас, будете сапраўды свободны. Ты принес новую свободу Духу Святым. Ты ведаешь, что нам болит, что нас мучая, зневаляя, непокоить и засмучая. Ты ведаешь наши залежности и грешные звычки, Пане. Ты все ведаешь. Ты взял на себе наши хворобы и слабости. Ты володар милосердности. Взглянь на нас и на тех, кого мы приносим Тебе у сердца. Мы верим у могутное заступництво святого Архангела Михаила, який особливим чином тепер знаходиться побач з нами у знаку этой фигуры. Князю Небесный, молися за нас у эту хвилину Божьей ласки. Пане Езу, Збавитель, пошли своего Духа Святого у минулое и у будущее, до наших почуттів, страхов, у глубине наших серцев. Вызволи, оздорови, сутешь, умацуй нас. Пане, той, кого Ты любишь хвалея, тая, якую Ты любишь хвалея. Приди, Пане, верим Тебе, доверяем Тебе, просим Тебе, выслухай, Пане, просьбы наших сердцев.
об вызволении от духа безбожности, немочи, сомнения и безнадейности. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за людей, зневоленных духом страху, розпачи, депрессии и думок про самозабойство. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за тих, хто знаходиться у залежності від наркотиків, алкоголю, ліків чи титаню. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за людей, залежних від азартних гульняв, порнографії і всіляких проявів нечистості тіла і серця. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за людей, залежних від телебачення, інтернету і комп'ютерних гульняв. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за зневолених духом працеголізму і порозмірної активності за кошт духовного, сімейного життя. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за тих, хто залежить від віри у забобони, примхи, астрологію, магію, яснобачення, ворожбу і гороскопи. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за зневолених духом оккультизму, сектантства, спиритизму и подманного мистицизму. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за зневолених ненавистью, помсливостью, злопамятством, зводами и безлитостностью. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за тих, хто поддається духу хлусні, ошуканства, криводушности и несправедливости. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за тих, хто подпорядкований духу пихи, зайздрості, фанабаристості, егоїзму і гонорливості серця. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за зневолених проговитостью грошей и материальных добротов, про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. об визволенні людей, які підпорядковані духу злості, ляноти, гневу, неумеркованості у їжі і питті. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за зневоленных грехами мовления, обговорами, махлярствами, плетками, подманными подозрениями и осуждениями. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. об свободе сердца для наших близких, мужов, женок, детей, братов, сестер и всех родных. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. об свободе сердца для святоров и всех консекрованных особов, які присвятили своє життя служению Богу. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за нашу парафію, молитовные группы и супольности. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. об визволенні от деяния злого духа для тих, хто з'являється ворогом Христа, Костела, Божьего закона и поширая поганство. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за наших неприятелів, за тих, хто нас покривдив. Про заступництво святого архангела Михаила покорно и доверчиво просим, Выслухай нас, Пане. за всіх нас тут присутних, об оздоровлении наших душаў, тілаў,
od duchownych, psychicznych i fizycznych chorób. Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała, pokorna i dowierliwa prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. za naszą ojczyznę Białoruś, a psu pokoi, bratniej lubowi, prawdzie i sprawiedliwości. Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała, pokorna i dowierliwa prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. aby uratowanie światu od epidemii COVID, w intencji wszystkich chorych, lekarzy, współpracowników służby ochrony zdrowia, a tak samo zapomniałych od tej choroby. Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała, pokorna i dowierliwa prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. Święty Boże, święty mocny, święty nieświęty, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieświęty, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieświęty, zmiłuj się nad nami. Od pożaru, choroby, wojny i zarazy, barani nas Boże, agrabownej i niespodziewanej śmierci, ścieraży nas Boże. My grzeszni, Ciebie Boga prosim, wysłuchaj nas Boże. Молитва до святого Архангела Михаила, опекуна Беларуси. Святый Архангеле Михайле, князю войск Ванецких, прийди на допомогу людям, яким погрожає сіна темряві. Яны ж были створенные на подобенство Божие, откупленное про життя, смерть из мертвых повстание Иисуса Христа, Сына Божьего, призначенного на святыню Божию, как пробывал их Дух Святый. У Тебе, святый Михайле, костюм мая своего оборонцу и опекуна. Ты ведешь избавленных до небесного счастья. Проси Бога об супокои, как не дозволил тримать людей в неволе и шкодить костелу. Нехай беззаганная панна, пранутая у солнца королева аньелов, прось Тебе струшить голову антихристу и оборонит своих земных детей от его ворожего впливу. Святый Архангеле Михайле, оборонца хвалы Наивысшейшего, занеси наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердие. Будь нам, бережи нас у змагании, супроть спокусы и пасток злого духа, будь нам обороною князю войска небесного, мocою Божою скинь пекла сатану и інших злых духов, якие на згубу душ снуют по свете. Посприяй, как мы, раз всю вечность, были верными Твоему заклику, кто ж, коли не Бог? Tajemnicu sakramenta, uspajaj naši raucie, Bratizmo staroje prawa, Bożo nowy zapawie, co narodu nie tłumaczyć, światło wiery przyniesie, Bogu wiecznemu Trójcy, prosławienie i chwała, i Ojcu i Synu razem, Ojcu wiecznego życia, Duchu, що від походить, Давцу вічного святла. Amen. Молимся.
Boże, Ty w najświęciejszym sakramencie pokinął nam uspawić swojej muki. Prosim Ciebie, da pomaży nam tak uszanować Ciebie tajemnicy Twojego ciała i krwi, jak my zawsze odczuwali zerbią Twojego odkupienia i jak Ty żyjesz i wladary z Bogom Ojcą i jedności Ducha Świętego, Bóg prazu się wieki wieczny ja. Amen. Świat